أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Об усердии на пути Аллаха, джихаде. Мы видим, что подготовка к джихаду, к усердию на пути Аллаха, является одним из видов поклонения, одной из частью фикха. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, определил усердие на пути Аллаха, джихад, в двух видах. Джихад словом и делом. Усердие словом особенно актуально сейчас, в нынешнее время, когда идет массированная атака со стороны средств массовой информации противников ислама. Чего только не говорят и какие только ярлыки не приклеивают мусульманам. Неосведомленные репортеры и журналисты спешат быстрее очернить, быстрее довести какую-то неправильную информацию, которая возникает в виде сплетен или в виде каких-то слов недоброжелателей. И они быстрее стараются довести это до масс, тем самым говоря, очерняя и показывая, что ислам – это страшная религия, это фанатизм, это средневековье. Высказывание, вот, например, высказывание историка о лире. История, однако, совершенно ясно доказывает, что легенда о фанатиках-мусульманах, которые ходят по миру и силой оружия обращают в ислам порабощенные народы, это один из самых фантастических и абсурдных мифов, которые историки когда-либо рассказывали. Делейн О'Лири, «Ислам на распутье», Лондон, 1923 год. Французский востоковед Седиллот, живший в периодах 1808-1875 годов, считал своей обязанностью сказать следующее. Время между IX и XIII веками было отмечено в исламе быстрым развитием литературы. В результате активизации человеческой мысли был сделан огромный скачок в науке. В мире ислама появилось очень много ценных изобретений и открытий. Это оказало большое влияние на Европу. Настолько большое, что мусульмане заслуженно могут называться нашими учителями. Эта истина долгое время умалчивалась. Профессор Готье, живший в периодах между 1864 и 1940 годами, вторит ему. В начале Ренессанса Европа, просыпающаяся от варварства, с благоговением взирала на блестящую культуру ислама. Джихад словом, усердие на пути Аллаха, означает и противостояние искаженной информации об исламе. Цель данного джихада – разъяснение основ шариата и также разъяснение того, что Всевышний Аллах через священный Коран и сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, ниспослал для всего человечества высшие ценности и указал пути достижения этих благ. Джихад словом должен донести до людей, что спасутся от вечного огня ада лишь те из людей, которые будут следовать указаниям Всевышнего Аллаха. Высказывания и действия отдельных мусульман или общин, групп, сбившихся с верного пути, толкающих мусульман
на противостояние всему и вся не имеют ничего общего с предписаниями милостивого, милосердного Создателя и с сунной пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Пожалуй, джихад в виде разъяснения сущности ислама в наше время является одним из самых трудных и наиболее необходимых форм. Это потому, что, несмотря на кажущееся обилие литературы по исламу, на книжных полках чаще всего можно встретить брошюры, книги, сплошь напичканные реформаторскими идеями и измышлениями заблудших. Особенная опасность заключается в том, что такие сведения даны вперемешку с настоящими знаниями, почерпнутыми из книг приверженцев Ахль-Сунна валь-Джамаат. Как правило, в выходных данных такой литературы, с позволения, можно сказать, такой литературы, выходные данные отсутствуют, или имя автора, или не указаны источники, или имя автора как-то завуалировано под какие-то имена по названиям своих сыновей, то есть ни фамилии, ни имени, ни отчества, а какие-то по Абу Тфалян или Абу Фулян. Встречаются и такие издания, где вообще отсутствуют выходные данные. Иногда такую литературу распространяют сами же мусульмане, не зная, какой они вред несут в обществе. Но чаще всего распространением такой литературы плод усиленной подрывной деятельности противников ислама. Противники, враги ислама имеют огромные средства и большой опыт. И будьте уверены, они не дремлют, в отличие от многих беспечных мусульман. Кстати, не надо забывать, что враги ислама могут выглядеть и как шейхи, и как простые мусульмане, и как истинные сторонники мусульман. На самом деле эти люди стремятся или к власти, или к обеспеченной жизни. Сторонников они вербуют себе порою и среди людей светских, образованных, но мало разбирающихся в религиозных вопросах. Если человек прикладывает все свои духовные, физические и материальные возможности для распространения веры в единого Создателя, то этот человек усердствует на пути Аллаха, совершает джихад. Вместе с остальными ежедневными видами поклонения, которые мусульманин совершает по предписанию Всевышнего Аллаха, усердствование на пути Аллаха является для него обязанностью.